ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Инициативная группа «Ухта против радиоактивного новостроя» провела очередное заседание. На нем общественники 2 года назад, отстоявшие муниципалитет от строительства радиоактивного могильника, обсудили промежуточные итоги и ближайшие планы. В начале этого списка поездка на один из объектов. В августе прошлого года там начали проводить реабилитацию загрязненных земель. Будет правильно тот объект, который мы с вами, строительство, консервацию которого мы контролировали все это время, проверить, что он из себя представляет, уже пройдя зиму, перезимовав, да? То есть его официально работа была завершена в декабре, мы с вами были, проверяли радиоактивный фон, все абсолютно в норме, даже гораздо ниже, но прошла зима, и надо понимать, что там случилось, то есть как выдержало природное испытание это сооружение. На втором объекте никаких работ не шло и не идет. Там планировали оборудовать так называемое хвостохранилище для захоронения не только наших радиационных отходов, но и всего северо-запада страны. Планировалось 12 ячеек, и только одну из них заняли бы остатки ухтинского радиевого промысла. К счастью, стройке не дали ход общественники. Правда, недавно с высоких трибун ухтинцы услышали другое мнение. Многие стали опасаться за и без того опасную экологическую ситуацию. Город в свое время принял решение о том, чтобы отказать в реализации проекта. Вопрос очень спорный. У меня своя точка зрения на строительство ПЗРО. Запретив строительство ПЗРО, используя общественное мнение, мы сегодня Водненцев оставили в том состоянии, в котором они находятся с 1957 года, с момента закрытия старого завода. То есть 13 химических радиевых заводов по округе, часть, кстати, у вас имеется. Они на сегодня не попали ни в какой план рекультивации, восстановления. В пределах Ухты довольно много так называемых загрязненных точек, которые фонят. Но по мнению общественников, эти локальные участки с повышенной радиацией не опасны, если к ним не приближаться. Только часто на таких полянках сюрпризом нет обозначения «опасна радиация», а это излюбленные места отдыха ухтинцев. Эту проблему активисты тоже хотят взять на свой контроль. Они займутся ей сразу после того, как пройдет отчетное собрание для всех желающих. Его проведут 15 июня в 18:00 в Доме молодежи. Подробности об этой встрече можно узнать в группе ВКонтакте «Ухта против радиоактивного новостроя».